Здравствуйте! В эфире рубрика «Знать на 5». В студии Татьяна Виницкая. Этот год в Республике Татарстан объявлен годом родных языков и народного единства. У каждого народа в мире существует свой родной язык, на котором он общается с другими людьми, на котором говорили его деды и прадеды, а также будут говорить дети и правнуки. Язык – это целая эпоха, которая отражает историю народа. Важно бережно хранить его культуру и достояние. В этом выпуске рассмотрим чувашские пословицы и сравним их с русскими. Слово «пословица» переводится на чувашский язык как «ватисен самахе», что в дословном переводе означает «слова старых людей». Есть пословицы о вежливости и об уважительном отношении к старшим. «Вата курсан селеке ил» – «увидишь старого, сними шапку». «Ват сына хирес анкала» – «не перечь старому человеку». В русском языке есть похожие: «старых почитай, молодых поучай», «молодым у нас дорога, старикам у нас почет». Считается, что если подготовился к чему-либо основательно, то все будет в порядке, а если нет, то сам и виноват. Эта мысль ярко выражена в чувашской пословице «мен окна вал шатать» – «что посеешь, то и взойдет». В русском языке есть аналогичное «что посеешь, то и пожнешь». Друзья нужны для того, чтобы не чувствовать себя одиноким в этом мире. Настоящий друг всегда поймет, поддержит и подарит тепло своей души. На эту тему у чувашей есть пословица «Уксапа пуиччен туспапуй». Переводится как «не запасайся деньгами, а запасайся друзьями» или «шанчакла тусан хаке сук» – «надежный друг цены не имеет». Русские обычно говорят «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Бездумно рушить что-то, созданное с душой другим человеком, легче, чем создать что-то с душой и умом самому. Приведем пример пословицы на чувашском «Пасаси самал та, таваси хен» – «разрушить легко, а построить труднее». В русском языке есть такая же, только звучит иначе – «ломать, не строить». В завершение обратимся к одной пословице, которая передает любовь к родному народу, языку, важность его изучения и сохранения. «Юлташран уйралан, персул ерен, килын шантан уйралан, вунсул ерен, ял ин шантан уйралан, эмер ерен». Переводится она вот так: с другом расстанешься – 1 год будешь плакать, с семьей разлучишься – 10 лет будешь плакать, от народа отделишься – весь век будешь плакать. В русском языке находим похожие: человек без народа, что дерево без плода, держи с народом связь, не ударишь лицом в грязь. Для себя жить – тлеть, для семьи гореть, а для народа – светить. Пословицы и поговорки учат мыслить, расширяют культурный кругозор, призывают анализировать ситуацию и свои действия в ней. В каждой пословице таится мудрость. Поняв ее, можно стать счастливым человеком. Пусть с ними речь будет выразительной и красивой. Говорите правильно, ведь всегда хорошо знать на 5.